1 мая мы будем отмечать праздник весны и труда, а накануне мы решили обсудить ситуацию на рынке труда. Я Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте. Безработицу нужно снижать. У нас еще высок разрыв в оплате труда. И из них 70% это рабочие вакансии. Есть предприятия в отрасли, которые практически родителям остается только внести 10% родительский взнос на получение путевок. Мы для себя ставим по общей безработице однозначно к 4 кварталу вернуться до допандемические периоды. Президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания призвал как можно раньше восстановить рынок труда в стране. Как решается этот вопрос у нас в республике, обсудим с первым заместителем министра труда и социальной защиты Юрием Мельниковым. Сегодня у нас в гостях в программе «По сути дела» первый заместитель министра труда и социальной защиты Юрий Михайлович Мельников. Юрий Михайлович, здравствуйте. Мы беседуем с вами накануне 1 мая, а это, как известно, Мир, труд, май. Праздник, скажем, всех трудящихся. Расскажите, что для вас лично 1 мая? Наверное, здесь безусловная позиция, что 1 мая для меня это праздник. Первое мое личное восприятие – это в маленьком возрасте, в левой руке рука отца или мамы, в правой руке шар и большим хорошим настроением, а в конце еще и чай, пирожки, то есть такое вот… Ходили на демонстрацию? Да, такое в некотором смысле единение. Где вы ходили на демонстрацию? Я сам из города Кумертау в своей трудовой деятельности, где-то начиная с 2012 года в городе Кумертау демонстрации возобновились, и в этом же формате, конечно же, мы продолжали. В принципе, с учетом того, что это праздник, со своей большой славной историей, там более, по-моему, 100 лет, 130 даже лет. Роза Люксембург. Да, 130 лет в этом году. И там, конечно, в течение этого времени смысловая нагрузка постоянно менялась, но основная суть это символизирует единение в труде, и те люди, которые стремятся работать, показать себя, это, наверное, в первую очередь их праздник. Вы курируете в Министерстве труда и соцзащиты вопросы занятости. Удается ли купировать негативные последствия пандемии? Действительно, 2020 год, он несколько обособленно стоит в целом и в своем влиянии на рынок труда. Локдаун, ограничительные меры, они, безусловно, в первую очередь влияли на работодателей, которые также вводили ограничительные меры, и поэтому у нас безработица выросла в 5 раз, практически более 129 тысяч человек. Это регистрируемая безработица, также и общая безработица, которая считается Башстатом, про 125 тысяч достигла. То есть впервые официальная безработица, да, регистрируемая и регистрируемая по методике МОД, Международной организации труда, они примерно приблизились. Да, в принципе, такого никогда не было, но нет худа без добра. Пандемия, она в том числе вскрыла проблему неформального сектора. И многие из тех, кто обратились в службу занятости, мы увидели в лицо тот, кто занят в неформальном секторе. Здесь своя работа, безусловно, продолжается в части легализации. Ну а в целом пандемия, рост безработицы, основная задача, которая в целом президентом России ставится, и мы это понимаем, что безработицу нужно снижать, а значит разрабатывать такие механизмы, которые будут способствовать. И в ходе принятого комплекса мер, направлен на восстановление численности занятого населения, на сегодняшний момент, стоит признать, безработица снизилась уже до 71 тысячи человек. Со 130 это почти в 2 раза, да? Да. Регистрируемая общая безработица, она меньшими темпами падает, но 125, сейчас 96 тысяч. Но здесь запаздывает на 1 месяц. Тенденция, с учетом того, что положительная, значит, и мы правильно идем, но успокаиваться рано. Если говорить о пандемии, какие специалисты наиболее пострадали или в каких отраслях, может быть, произошли наиболее такие массовые сокращения? Оптовая и розничная торговля. По статистике в прошлом году обратились в центры занятости порядка 250 тысяч человек за оказанием услуги по поиску подходящей работы. И 11%, это практически 30 тысяч, это была эта отрасль. На втором месте это обрабатывающие отрасли, это также строительство по 8%. Далее сельское хозяйство идет.
А туристическая? Безусловно, с учетом ограничений, то есть сам по себе туризм предполагает посещение различных мест, а локдаун предполагает, что сидеть дома. То есть здесь абсолютно такая ситуация возникала, которая противоречила развитию туризма. Поэтому, безусловно, тоже стоит сказать, что отрасль туризма также пострадала. Удалось сохранить уровень средней заработной платы все-таки на каком-то приемлемом уровне, или он все-таки понизился? Для нас приоритетная позиция – это ежегодный рост не только абсолютной заработной платы, то есть в номинале, и также и реальной заработной плате. И здесь стоит сказать, что по итогам 2020 года, как и в 2019-2018 годах, наблюдался рост заработной платы. Пусть, может быть, он наблюдался меньшими темпами, с учетом базы предыдущего года, вот этих пандемий, ограничительных мер, но тем не менее рост наблюдается, и рост наблюдается. Нет, да? Нет, рост наблюдается и в этом году, в том числе и реальная заработная плата в настоящий момент находится в положительной зоне. Чем вы это объясняете? Это меры правительства, федерального правительства, регионального? То есть понятно же, что в принципе в целом экономика просела. Совершенно верно. Здесь ни в коей мере не стоит отрицать. В первую очередь удало это по хозяйствующим субъектам, но здесь, наверное, сыграла важную роль та ответные меры, компенсирующие, которые были разработаны правительством. И здесь стоит сказать, тот пакет мер антикризисных, первый, второй, вот сейчас третий мер, они, как говорится, били в самую точку, в самое яблочко, и вот этот результат, что заработная плата растет, это говорит о том, что они были своевременно разработаны, приняты, и сейчас мы ощущаем вот те результаты этих мер. Как вы считаете, когда мы выйдем все-таки на докризисный уровень безработицы? С учетом того, что мы как бы максималисты, сейчас очень активно работаем, для себя мы, конечно, ставим задачу, это конец этого года. Это будет сложная задача, потому что есть определенные вопросы. Это будет, конечно, зависеть от восстановления экономики, оживления деятельности различных малого и среднего предпринимательства. Но мы для себя ставим вот, по общей безработице однозначно к четвертому кварталу вернуться до допандемические периоды. Общая сколько у нас была тогда? Общая безработица была 83 тысячи. Но вы уже сейчас приближаетесь к этим. Ну, у нас сейчас 96 тысяч, да. То есть, как бы, результаты по регистрированию будет, наверное, немного сложнее, но мы также себе ставим задачу. Большие выплаты по безработице, которые были до 13 тысяч, на сегодняшний день уже не действуют, да? Ну да, 2020 год, он внес значительные коррективы в правила выплаты пособия, в различные его сроки. Сейчас правила изменились, и максимальный размер он какой был в 2020 году, так и в 2021. 13 949 рублей остался. Зато минимальный снизился. 5750 был, сейчас 1750 рублей. Да. Если выплаты по категории, по максимальным размерам достигали 6, порой даже 12 месяцев, то сейчас следующая формула. Если человек обращается в центр занятости, становится безработным, то за первые 3 месяца он будет получать пособие в размере 75% от заработной платы, но не более 13 949. А если вторые 3 месяца, то есть он в течение 6 месяцев находится уже, то за вторые 3 месяца он будет получать 60% от заработной платы, но не более 5750. С 1 января был установлен максимальный размер для вторых 3 месяцев 5750. И если человек у нас более года не работал, имеет дисциплинарные взыскания, то в рамках трудового законодательства то будет минимальное 1750 в течение 3 месяцев. А есть меры, вот, которые позволяют все-таки найти работу? Я знаю, что сейчас министерство, правительство принимает новые такие меры, инновационные, скажем, которые действительно позволяют найти и стимулируют работодателя предоставить рабочее место для безработных. Это правда? Да, действительно. Но в целом 2020 год, здесь как бы основная задача была предотвратить закрытие организации, сохранить занятость, то есть такой компенсирующий, стабилизирующий. То есть сейчас в целом все меры и вот в рамках пассивной политики это выплата пособия, они носят уже как бы развитийный характер. То есть то, что я говорил, изменились размеры, максимальные, минимальные сроки, на самом деле мотивирует тому, чтобы безработные стремились трудоустроиться.
и заключить трудовые отношения, либо стать индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Вы стимулируете предприятия для этого, да? Да, ну сам пакет антикризисных мер, который принят, он уже носит развитийный характер. Все его мероприятия. Это первое. И второе, как вы правильно заметили, на федеральном уровне были приняты 2 постановления правительства, которые обуславливают 2 механизма. Это так называемый субсидированный найм работодателями. И второе – обучение отдельной категории граждан в рамках регионального проекта содействия занятости населения. То есть в обоим случаях работодатель получает какие-то субсидии от государства за каждого безработного гражданина, Да, вот трудоустроенного или обученного. субсидированный найм. Да. Если работодатель принимает безработного гражданина, который был на 1 января, состоял в качестве безработного, то если гражданин поработает первый месяц, по итогам получит 19 153, 3-го месяца такой же суммы, 6-го месяца 19 153. Предприятие получит. Да, за 6 месяцев компенсация будет в виде 57 тысяч рублей. На сегодняшний день цифры, конечно, у нас целевой показатель он такой очень серьезный, 8,5 тысяч, это один из самых таких амбициозных в Российской Федерации. На сегодняшний день 273 работодателя заявились на более 1500 вакансий. Но мы можем рекомендовать и гражданам, которые временно оказались без работы, идите на предприятия. 250 предприятий, это сегодня только началась программа, а в принципе их, наверное, будет гораздо больше. И предприятиям, возможно, предоставят рабочие места для того, чтобы можно было прокормить семью и себя. Ну, совершенно верно. Я как бы использую эту площадку. Здесь все-таки основная задача – это информирование, уважаемые работодатели. 3 простых шага. Первое – это чтобы вообще желание было как таковое. Второе – зарегистрироваться на портале «Работа в России». Это первое. Второе – подайте там в рамках портала заявление, разместите вакансию, на которую вы хотите. Далее уже службы занятости выйдут на вас и соответствующую работу проведут в части трудоустройства безработного гражданина. Юрий Михайлович, в связи с пандемией большое количество работников перешло на удаленный, дистанционный формат работы. Часть людей и сейчас работает удаленно. Вот скажите, пожалуйста, сколько работало в прошлом году на удаленке и сколько сейчас? Здесь, наверное, нет худа без добра. Сама пандемия вскрыла вот такой вопрос, что развивать альтернативные формы занятости не когда-то на постоянном стационарном месте, но вот дистанционный формат. Пиковые цифры были 85 тысяч. Находились на дистанционном режиме работы. И вот на настоящий момент, несмотря на то, что как бы оживление идет, да, значительно снизилось, но все равно 32 тысячи продолжают работу. А в мирное, скажем так, время, до пандемийное? Там сколько? буквально 1000 были. То есть оттуда до 85. Это цифры официальные. Они берутся из портала «Работа в России». Это основная цифровая платформа службы занятости в Российской Федерации. А она зависит от того, сколько работодателей зарегистрировалось. Вот на сегодняшний момент у нас зарегистрировано порядка 11 тысяч работодателей. А всего по Башстату их 80 тысяч. То есть это не все. 8-я часть. С учетом того, что 85 тысяч, ну так грубо возьмем, это дистанционщики, то есть можем несколько раз умножить, что реально было гораздо более. В июле Уфа будет принимать финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills. А вообще, вот насколько востребованы рабочие профессии сегодня? Ну, наверное, здесь красноречивее всего скажут цифры. Вот на сегодняшний день в банке вакансий службы занятости республики 53 тысячи вакансий. При том, что безработных около 70. Да, ну, и из них 70% это рабочие вакансии. Какие это наиболее, скажем, востребованные специальности рабочие, которых не хватает? Ну вот водитель, 2000 вакансий на сегодняшний момент. Это электросварщик, электромонтер, слесарь, повар, швея, парикмахер. То есть это вакансии из рабочих, которые необходимы. На что сегодня нужно обращать внимание родителям, нашим школьникам при выборе профессии, чтобы быть востребованным на рынке труда? Здесь, наверное, в этой части 2 момента хотелось бы отметить. Но первое – это, безусловно, личностные составляющие самого ребенка, его способности. Но, наверное, здесь самый главный момент – это профориентационная работа. Профориентационная работа, начиная при том не уже в 10-11 классе, начиная уже где-то с 5-6 класса. И большое внимание, чтобы это уделяли родители.
так и, конечно, и в образовательных организациях. В Министерстве семьи были разработаны сервисы. Это команда будущего, которая является профориентационным сервисом, где как дети, так и родители могут в целом оценить себя, свои способности, hard, soft skills, и понять, в каком направлении двигаться. И кроме того, мы в прошлом году разработали в Министерстве семьи и труда со всеми заинтересованными атлас новых профессий. Назовите какие-нибудь перспективные профессии, которым бы хотелось бы научиться и потом работать. Ну вот по сельскому хозяйству агроклиматолог, апитехнолог. Ну вот следите за рынком труда. В будущем надеюсь, что агроклиматологи смогут делать что-то новое в сельском хозяйстве. Спасибо вам за участие в программе. Традиционно в праздник весны и труда профсоюзная организация страны проводит первомайские акции. Сегодня у нас в гостях лидер профсоюзного движения республики Гузель Мирошниченко. Праздник не потерял свою актуальность, как вы считаете? Я считаю, что он никогда не терял своей актуальности. Вообще во всех странах мира, это свыше 140 стран мира, в 1 мая все наши коллеги выдвигают свои требования. Это достойный труд, достойная заработная плата. И эти лозунги не потеряли актуальность и сегодня. Пройдут встречи в трудовых коллективах, собрания, конференции. Также в преддверии этого праздника запланировано проведение и трехсторонних территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Сколько у нас сейчас средняя заработная плата, минимальная заработная плата? По республике средняя заработная плата составляет 38 706 рублей 30 копеек. Это средняя? Да, средняя заработная плата. Но вообще надо отметить, что средняя заработная плата, она в разных отраслях имеет разное значение. В ВПК этот средний показатель составляет порядка 23 тысяч, в обрабатывающей отрасли порядка 41 тысячи. Но мы всегда говорим, что это средняя температура по больнице, и поэтому она не всегда объективно отражает ту заработную плату, которая предприятие имеется, поскольку у нас еще высок разрыв в оплате труда, наиболее низкооплачиваемым и менеджментом. Да. Где вот самая низкая заработная плата вообще у нас, в каких отраслях? На сегодня по тем показателям, которые мы имеем, это, конечно, АПК. Генсоглашение, которое было подписано между профсоюзом и правительством 31 марта, по-моему, даже в присутствии Владимира Путина, да? Да. Расскажите еще, вот чем этот документ особенно отличается от предыдущих? Вообще следует отметить, что подписание этого соглашения, оно состоялось, во-первых, уже после внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, где мы, как знаем, вошли такие нормы, в частности, по социальному партнерству. Эта норма, она вошла и в Конституцию Российской Федерации. Такого не было в Конституции раньше. Да, такой отдельной нормы по социальному партнерству не было. Эти предложения были внесены Федерацией независимых профсоюзов России. Аналогичную норму мы предложили и в качестве поправки в Конституцию Республики Башкортостан от Федерации профсоюзов. Как известно, что у нас Федерация профсоюзов Республики обладает законодательной инициативой. Да, одна из немногих федераций. Да, одна из немногих регионов Российской Федерации. Соответственно, вот в этом соглашении предусмотрено обязательное рассмотрение на российской трехсторонней комиссии документов, касающихся социальной сферы. В том числе в соглашении предусмотрено приоритетное направление финансовых средств из бюджета на те направления, которые касаются человеческих ресурсов. По законодательству о банкротстве необходимость расстановки приоритетов в части сохранения предприятий, сохранения рабочих мест. Занятости. Да, и в части того, чтобы минимальный размер оплаты труда выплачивался с учетом решения Конституционного суда. То есть он не должен включать в себя стимулирующие компенсационные выплаты. На последнем Генсовете ваш лидер Михаил Шмаков упомянул о том, что минимальный потребительский бюджет вообще вот для того, чтобы полноценно восстановление рабочей силы происходило, должен быть порядка 42 тысяч рублей, 41 800. Мы только недавно вообще смогли решить задачу, чтобы МРОТ превысил прожиточный минимум, и сегодня мы эту задачу достигли. Но насколько реально поднять МРОТ до такого вот уровня, который обозначил Михаил Шмаков?
Я убеждена, что в перспективе, конечно же, это реально, ведь на протяжении 20 лет Федерация независимых профсоюзов России ставила перед властью задачу, чтобы минимальный размер оплаты труда соответствовал прожиточному минимуму. Я помню, 2004 или 2002 год Трудовой кодекс приняли, там это было тоже нереально, казалось, Да, да? казалось нереально, но мы этого достигли. Добились. Поэтому ту задачу, которая ставится перед нами и исполкомом ФНПР, и Михаилом Викторовичем Шмаковым, о чем мы, в частности, и в резолюции ФНПР к 1 мая эта норма также имеется. Ну, прежде всего, конечно же, профсоюзы преследуют задачу, чтобы минимальный размер оплаты труда способствовал не просто выживанию человека, а восстановлению рабочих сил. И, кроме того, ставится задача о минимальном потребительском бюджете, который позволит не только восстановить рабочие силы, но и удовлетворить материальные и духовные потребности человека и, кроме того, отложить какие-то накопления для семьи. Другую тему коснусь, тоже очень важную. У нас впереди летний оздоровительный отдых. В прошлом году мы его практически не смогли организовать в связи с пандемией. Как вот сегодня, насколько детский отдых будет доступный с учетом того, что вот Путин сказал о дотации путевок до 50%? Готовы ли наши оздоровительные лагеря к приему школьников? Должна отметить, что в этом году очень сильно изменилась законодательная база в части получения детских путевок. Из этой структуры исключены работодатели, поэтому недавно Федерация профсоюзов Республики Башкортостан организовала круглый стол с участием представителей Министерства образования, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, а также руководителей всех детских оздоровительных лагерей, где руководители детских оздоровительных лагерей, профсоюзный актив республики смог получить ответы на интересующие их вопросы. По результатам круглого стола нами было направлено письмо в адрес правительства Республики Башкортостан о необходимости принятия пакета мер по поддержке вот как раз наших детских оздоровительных лагерей. Но вот меня все-таки беспокоит вот эта фраза, то, что работодатели теперь не будут принимать участие. Раньше работодатели ведь в принципе могли компенсировать какую-то стоимость. Они будут также финансировать, только в процедуре оформления получения путевок их участия уже не будет. Если мы знаем, раньше социальные отделы на предприятиях занимались этим вопросом, то сейчас полностью ложится на плечи самих родителей получение, оформление путевки. Есть предприятия в отрасли, которые практически родителям остается только внести 10% родительский взнос на получение путевок. То есть эта вся система остается, да. То есть работодатели продолжают датировать в том размере, в котором запланировано в коллективном договоре. Какие, может быть, новые тренды, новые какие-то задачи под вашим руководством удалось реализовать за прошедшее время? За прошедшее время, наверное, особо отмечу, что, конечно, мы столкнулись вот с пандемией. Это немножко переформатировал наш подход к работе. В основном все было переведено в дистанционный режим работы. Но вместе с тем все запланированные мероприятия, которые мы планировали, мы все их реализовали. Но начали мы, конечно же, с того, что открыли музей профсоюзного движения, поскольку в прошлом году было 115-летие профсоюзного движения в Российской Федерации. В открытом музее профсоюзного движения у нас проходят и профсоюзные уроки для молодежи. Мы, конечно же, заинтересованы, чтобы привлекать молодежь в наши ряды. Учитывая, что этот год был объявлен главой республики годом здоровья и активного долголетия, в Доме профсоюзов открыли кабинет здоровья как пилотный проект, который необходимо реализовывать на всех предприятиях, учреждениях нашей республики. Ведь всем известно, что многие жители нашей республики переболели коронавирусом, ковидом, соответственно, нуждаются в реабилитации, восстановлении, и подобные кабинеты здоровья как раз на это и направлены. Музей профсоюзного движения нашлось место для Ради Фаидовича, ведь он в свое время возглавлял профсоюзный комитет БГУ и Лигу студенческих профсоюзов. В истории профсоюзного движения, страничка истории 90-х годов об этом как раз и говорит, о том, что Ради Фаидович возглавлял Лигу студенческой молодежи. Поздравляю вас с наступающим 1 мая. Я с вами прощаюсь, а завершает программу наш традиционный Блиц. Что для вас ответственность? Ответственность прежде всего, на мой взгляд, это честность и осознание взятых на себя обязательств. Не подводить. Есть ли у вас свой девиз? Только вперед. Не сдаваться.
только вперед. Чем вы любите заниматься в свободное время? Читать книги. Петь и рыбачить. И что бы вы хотели изменить в своей жизни? Наверное, ничего. Мне интересно то, что сейчас есть. Хочется в дальнейшем ставить себе цели, с учетом того, что я максималист, обязательно их достигать. Повысить уровень жизни нашего населения.